концерте ансамбля «Юльгер» мы с вами постараемся вспомнить весь творческий путь за эти 30 лет. И в первую очередь мы хотим всем сказать огромное спасибо тем, кто руководил, кто собирал по крупицам и обрабатывал фольклор, кто создавал, кто отдавал часть себя нашим зрителям и этой сцене. Спасибо вам! Мы просим стать участников этого прославленного коллектива всех, кто сегодня присутствует в этом зале. Мы знаем, что вы здесь есть. Эти аплодисменты вам, дорогие наши участники прославленного коллектива «Юльгер». Спасибо большое. Конечно, за 30 лет менялся состав ансамбля. Кто-то уходил совсем, кто-то встал на свой сольный творческий путь. Но большинство из участников сегодня здесь, в этом зале. А многие выйдут вновь на эту сцену, чтобы вспомнить, как это было. Ну а если какие-то события мы не озвучим сегодня, то у нас впереди еще целый сезон, чтобы вспомнить все самое лучшее и важное, что было сделано за эти 30 прекрасных творческих лет. Но прежде чем мы начнем, для поздравления и церемонии награждения на сцену приглашается исполняющая обязанности министра культуры Республики Хакасия Лариса Юрьевна Кишкеева. Здравствуйте, дорогие гости, зрители, все те, кто пришел сегодня разделить радость от этой творческой встречи. Действительно, это яркий день, это одна из страниц культурной жизни республики и сопредельных территорий. Наш всеми любимый, легендарный ансамбль песни и танца «Юльгер» сегодня празднует свое 30-летие. Коллектив создан фактически сразу после создания Хакасской республиканской филармонии, которая достойно и носит имя Владимира Герасимовича Чаптыкова. И первому руководителю Павлу Михайловичу Киму, который сегодня присутствует здесь в зале, я думаю, пришлось нелегко, но это опытнейший руководитель, который организовал работу по многим направлениям. Я помню и горжусь тем, как наши музыканты воссоздали, реконструировали музыкальные инструменты, сколько было создано экспедиций по селам Республики Хакасия для того, чтобы собрать хакасский мелос, крупицы хакасского фольклора, бережно их аранжировать, обработать и донести до вас, дорогие зрители. И очень важно сказать о том, что одной из задач коллектива стояло не только сохранение хакасского фольклора, но и поиски элементов своей национальной хореографии, пластического воплощения всех тех образов нашей любимой Хакасии, которые мы сегодня с вами увидим на сцене. И я думаю, эти 30 лет, они были плодотворные, поскольку этот коллектив знает везде, во всей России, в национальных республиках, за рубежом, это и Америка, и Европа. Буквально 5 лет назад ансамбль себя ярко представил и в Каннах на фестивале русского искусства, и в гостях у Эссена, и в Лондоне. А какие диски были записаны в Швейцарии и облетели фактически весь мир. И нынешний руководитель Вячеслав Николаевич Кученов, он эти традиции бережно подхватил. И сегодня, я думаю, он представит яркую программу. Конечно же, коллективу хочется пожелать новых образов, новых побед, новых гастролей, нового зрителя, энергии неиссякаемой, сил, терпения и творческого вдохновения. И, конечно, хочется поблагодарить всех тех участников и руководителей, которые писали эту летопись коллектива. Благодарственным письмом Министерства культуры Республики Хакасия награждается Павел Михайлович Ким, заслуженный деятель искусств
Николаевич Кученов, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, народный артист Республики Хакасия. Ираида Захаровна Ахпашева, заслуженная артистка Республики Хакасия. Юрий Егорович Кишкеев, член Союза композиторов Республики Хакасия, народный мастер Республики Хакасия, Чон Узы. Нина Серафимовна Идемешева, народная артистка Республики Хакасия. Спасибо, Лариса Юрьевна. Для церемонии награждения на сцену приглашается директор Хакасской республиканской филармонии имени Владимира Чаптыкова Вячеслав Геннадьевич Иркижеков. Благодарственное письмо Хакасской республиканской филармонии имени Владимира Чаптыкова вручается Людмиле Александровне Арыштаевой, народная артистка Республики Хакасия. Награждается Татьяна Харитоновна Беляйкина. Ирина Михайловна Ткачева.
заслуженный артист Республики Хакасия, заслуженный артист России.